Хайырлы күн, добрый день. Біздің матбуғат конференциясы Құрбан байрамда ветеринария һәм санитар қорқынышсыздыққа бағышланған. Наша пресс-конференция на тему обеспечения ветеринарного и санитарного благополучия в Курбан Байрам. Я представляю наших гостей. Мотагуллин Габдулхак Гусманович, заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан. Загидуллин Артур Мустафаевич, государственный инспектор отдела государственного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан, и Валиуллин Рустам Хазрат, председатель Центральной ревизионной комиссии Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Біздің матбуғат конференциясы русском татар тілдерінде барачак. Я представляю слово Габдулхаку Гусмановичу. Расскажите, пожалуйста, как будет обеспечиваться безопасность в дни Курбан Байрам? Исәнмесез, здравствуйте. Так, у нас уже, вы знаете, 9 июля будет важнейший мусульманский праздник Курбан Байрам. Инициатором сегодняшней встречи являемся мы, Государственная ветеранная служба Республики Татарстан. Да, Курбан Байрам будет только через 1,5 месяца, но жертвенных животных завозят заранее. Мы с вами традиционно перед празднованием собираемся на этой площадке с целью обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и защиты от заноса инфекционных заболеваний в республику. На сегодняшний день в других регионах, особенно где традиционно занимаются разведением овец, отмечается сложная ситуация по инфекционным болезням животных. Я уже сказал, традиционно собираемся. Это то, что в том году озвучивал, но ситуация примерно такая же. Вот вы на слайде видите, мы специально сделали, у нас основные заболевания особо опасные по мелкому рогатому скоту. Это ящур, МРС. Вот первое заболевание ящур. У нас в этом году 31 субъект неблагополучный. Или в данных регионах, некоторых регионах проводится вакцинация. Следующее у нас по бруцеллезу неблагополучных 30. Следующее переключите, пожалуйста, 32 региона. Регионы я озвучивать не буду, вы видите их на слайде. То же самое или неблагополучные, где написано неблагополучный регион и благополучный, там, значит, некоторые районы и регионы неблагополучные. Часть региона, получается, имеет статус неблагополучный. Следующий слайд у нас будет по оспе овец. Есть такое заболевание, но в последнее время у всех на слуху оспа обезьян, но вот у мелкого рогатого скота это давнее заболевание, имеется особо опасное заболевание, это оспа. Как видите, 30 регионов неблагополучны по этому заболеванию. Ввоз в республике из этих регионов запрещен. Наша республика благополучна по данным заболеваниям, и, соответственно, вакцинация у нас против этих заболеваний не проводится. Если даже регионы являются благополучными по этим заболеваниям, но проводят вакцинацию против этих заболеваний, ввоз в республике из этих регионов также запрещен. Я поясню, раз этих проблем, этих заболеваний в республике нет, мы, соответственно, вакцинацию не проводим. Если вакцинированный скот завезут из этих регионов, лаборатория покажет, как заболевание. По этой причине вакцинированный скот тоже завозу не допускается. Также хочу отметить, что этими инфекционными заболеваниями болеют не только животные, они опасны и для человека, все три. В свое время наши старшие коллеги, ветеринарные врачи, благополучно оздоровили в республике от этих заболеваний. И нужно отметить, в те годы также заболели бруцеллезом многие ветеринарные врачи и животноводы.
Бруцеллез практически неизлечимый, у заболевших опухают суставы, и это сопровождается сильными ноющими болями. При ящере у человека во рту появляются множественные так называемые афты, язвочки. По этой причине заболевшие самостоятельно кушать не могут, их кормят через зонд. Ну, некоторые клиники только я озвучил. В дни подготовки празднования Курбан-Байрама мы должны обеспечить исключение заноса инфекции с мелким рогатым скотом из данных регионов. Как вы поняли, уже ситуация по инфекционным заболеваниям в Российской Федерации сложная. По этой причине мы предлагаем следующее. В последние годы при поддержке Министерства сельского хозяйства Республики овцепоголовья идет на увеличение. В республике имеется около 300 тысяч мелкорогатого скота. Данное направление у нашего министра Умарата Азатовича Зиабарова на особом контроле. И мы считаем овец для внутренней потребности республики в достаточном количестве. Мы призываем жертвенных животных приобретать в Татарстане. Таким образом, республику защитим от заноса инфекционных заболеваний и ощутимо поддержим своих жителей, которые занимаются разведением овец. По нашему опыту, заведенные овцы не лучше наших местных пород. К сожалению, перед Курбан-Байрамом ранее были случаи завоза нестандартных бракованных животных. Они большей части не подходят к религиозным требованиям, но я думаю, что об этом более подробно скажет представитель Духовного управления мусульман Рустам Хадарат Валиуллин. Ну, некоторые озвучу, например, это и религиозные моменты, и со здоровьем связано. Например, животному нет и года, практически ягненок. Имеются телесные изъяны, оторвано ухо, рог сломанный, упитанность ниже среднего. Как правило, такие животные, они и болеют. Причина, кто реализует таких животных, одна, когда покупает жертвенных животных по религиозным правилам, торговаться запрещается. Этими пользуются непорядочные перекупщики. Но если в регионах такой бракон нестандартных овец они приобретают в те годы примерно за 3000 за голову, здесь реализуют за 8, за 9 тысяч. Вот весь секрет реализации, завоза таких животных. Есть у нас требования к ввозу скота, их коротко озвучу. Как уже было сказано, регион, из которого осуществляется ввоз, должен быть благополучным по инфекционным болезням животных. Ввоз должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии, для чего заблаговременно направляется запрос о намерении ввести скот. Коротко поясню, в Российской Федерации, вся Российская Федерация, мы пользуемся приказом Минсельхоза Российской Федерации номер 635. Приказ называется о регионализации. Приказ имеет приложение, где указывается благополучие или неблагополучие регионов и условия перемещения животных. Приложение приказа регулярно обновляется в режиме онлайн. Но если объяснить человеческим языком, если в регионе где-то случается какая-то проблема с заболеваниями, в приложении приказа регион сразу становится неблагополучным. Раз появляется заболевание, сразу животное вакцинируется. И вот третий столбец, допустим, на примере оспы овец, вы видите уже регион, где есть заболевание, они вакцинируют. Нами дополнительно запрашивается благополучие и информация о проведенных вакцинациях того хозяйства, откуда планируется завоз. Поэтому, кто собирается завозить, они заблаговременно должны к нам обращаться. На каждую партию ввозимого скота должен быть оформлен ветеринарно-сопроводительный документ. После ввоза необходимо известить ветеринарную службу района или города. Животные должны пройти карантинное мероприятие. Если коротко,
тоже поясню. Ну, очень просто. Кто намеревается завозить, они письменно обращаются, мы рассматриваем, согласовываем ввоз. На дорогу получает ветеринарно-правильный документ, привозит, обращается к ветеринарной службе, животные, потом проводят и карантинные мероприятия. Это не только по Курбан-Байраму, по всем заболеваниям порядок единый перед вывозом, и когда уже завезли, животные должны пройти карантин. Но коротко поясню, вы в связи с коронавирусом, можем, как говорится, мы все врачи, любое заболевание имеет инкубационный период. Если в момент загрузки животные, они были на вид здоровыми, во время карантина уже признаки заболевания, они проявятся, потому что во время карантинных мероприятий животные содержатся, они отдельно. У нас в республике, вы знаете, имеются официальные площадки, где забивают скот. Вот какие требования к площадкам, тоже коротко озвучу. Площадки для убоя должны быть с твердым покрытием, должны иметь устройство для подвешивания, должны обеспечиваться питьевой водой. Необходимо установить контейнеры для сбора биологических отходов и емкости для органических отходов. Организаторы должны обеспечить соответствующую утилизацию отходов. К убою допускаются только здоровые животные. Места убоя по окончании необходимо продезинфицировать. Эту работу будем выполнять мы, ветеринарная служба. Для этого у нас все необходимые оборудование, дезинфектанты имеются. Установку контейнеров, вывоз биологических отходов осуществляет завод «Сария». Но тоже поясню, у нас в Российской Федерации у нас единственный регион, где имеется завод, это немецкий завод по утилизации биологических отходов. Вот спасибо нашему президенту Рустаму Нургалиевичу, в свое время они обратились, и Рустам Нургалиевич в особо экономической зоне Алабуга разрешил им построить данный завод. Тоже для информации озвучу. В том году правила по утилизации биологических отходов потерпели изменения. В других регионах имеются по утилизации определенные проблемы. Мы имеем такой завод по переработке биологических отходов. Поэтому по выполнению этих правил у нас особые проблемы не возникают. Вот данный завод Сари Bioindustries, они устанавливают свои контейнеры. Это у нас уже отработано, особенно высокоорганизованно это происходит в Казани. Вот в течение 3 дней, вы знаете, идет праздник. Все эти дни они собирают и потом вывозят. В районах и городах будут проводиться совещания с участием религиозных деятелей, с участием лиц, осуществляющих реализацию жертвенных животных. Будут розданы памятки от имеющихся болезней в регионах. Информацию до населения доводим через средства массовой информации, то есть через вас, а также через различные системы в различных группах. Но вы знаете, у руководителей исполкомов, у глав сельских поселений, у них у всех имеются группы. И в наше время по распространению оперативной информации особые проблемы не возникают. Для убоя жертвенных животных в республике имеется около 50 официальных площадок, в том числе в Казани 18. Во всех площадках в дни праздника будут работать наши сотрудники, ветеринарно-санитарные эксперты. Желающим сдать мясо социальным учреждениям, а это будет, они проведут ветеринарно-санитарную экспертизу и оформят ветеринарно-сопроводительные документы. Данные учреждения без ветеринарных справок и свидетельств мяса не принимают. Но есть светские законы, правила. Они кормят людей, детей. Вот данные документы у них должны быть. Поэтому мы данную работу ежегодно организовываем.
В дни празднования Курбан-Байрам в прошлом году в республике официально на площадках забито около 15 тысяч животных. Ну, я подчеркиваю, это официальных площадках только около 15 тысяч, потому что ну, подворно забивать и закон не запрещает, особенно в дни празднования Курбан-Байрама. Вы знаете, очень много жертвенных животных забивается, но точное количество животных, сколько забивается, понятное дело, никто не скажет. Но официально через площадки это около 15 тысяч. И в том числе в Казани в том году было 5710 голов забили. Из Казани вывезли около 60 тонн биологических отходов. Но когда мы вот озвучиваем, как говорится, голые цифры, около 15 тысяч, но в Казани почти 6 тысяч, мы не задумываемся. Тут же еще при забое появляются биологические отходы. Вот о чем я говорил, то, что завод вывозит. Вот в том году, мына өткен ел, шул заводның Казаннан гына алып кеткен мына бу калдыклар, ашарга ярамаксыз, ярамый торган калдыкларны 60 тонна Казаннан гына Сария заводына эшкәртергә алып киттеләр. И шул вакытта мен бит инде әйттем, бу площадкаларда дезинфекция үткәрелә. Ул Казанда гына эшләнелгәне 10,000 квадратный метр безнең специалистлар тарафыннан дезинфекция мал суелган, нар суелган урында дезинфекция эшләнде. Но в конце своего выступления мы, ветераны службы республики, призываем всех участвующих в этом благородном деле, особенно тех лиц, которые реализуют жертвенных животных, соблюдать все вышеозвученные правила и порядки. Цель у нас одна – это сохранение благополучия нашей республики. Я уже сказал, традиционно собираемся, работаем мы, работаете вы, результат имеется, потому что раньше, особенно в Казани, в городах больших, по биологическим отходам, после празднования мы получали жалобы, это было давно, это бывало так неприятно. Вот такие моменты уже в последнее время не бывает. А по завозу тоже коротко скажу, у вас было понимание, да, регионов много, по регионам, по заболеваниям мы вам показали по отдельности, чтобы было удобно. А есть ведь, вы уже заметили, регионы, они пересекаются, допустим, один регион по нескольким заболеваниям неблагополучный. Поэтому по этой причине никуда ездить не надо. И в том году то же самое было озвучено, послушались. В том году привезли из Чувашской республики только в Казань. Из других регионов завоза не было. Если завезут, это будет головная боль, проблемы, только этого не было. Вот послушались. В районах поэтому такую работу тоже ведем. И через некоторое время вот мы уже договариваемся, еще традиционно мы еще в Думе собираемся, объясняем весь порядок. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Артур Мустафаевич, вот расскажите, пожалуйста, сколько выявлено нарушений в этом году? Саймонс, здравствуйте. Для начала хотелось бы осветить эпизоотическую ситуацию в мире. То есть по данным Международного эпизоотического бюро, эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире следующая. Ну, в данном случае касаемо мелких жвачных животных. Ящер – 6 вспышек, то есть страны Азии 39 очагов, страны Африки 32 очага. Заразно-узелковый дерматит – 6 вспышек, Европа – 11 неблагополучных пунктов. Так, 11. Страны Азии 42 неблагополучных пункта. И чума мелких жвачных – 2 вспышки. В Европе 2 неблагополучных пункта, Марокко 5 неблагополучных пунктов. Ну, хотелось бы сказать, что в связи с предстоящим праздником Курбан-Байрам и массовым проведением обрядов жертвоприношения возможно несанкционированный ввоз в республику и продажа жертвенных животных.
без ветеринарных сопроводительных документов. Ну, еще раз повторюсь, наверное, что это может послужить источником возникновения и развития особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. То есть для того, чтобы, если вдруг кто-то решит все-таки завести животных в республику, необходимо написать заявление либо в управление Россельхознадзора в том регионе, откуда собирается вывозить животных. После этого управление Россельхознадзора уведомит управление Россельхознадзора по Республике Татарстан, а также Государственную ветеринарную службу Республики Татарстан. И только после этого животных можно будет ввозить. Это делается для того, чтобы исключить занос особо опасных заболеваний. Кроме того, управлением в целях недопущения распространения и возникновения особо опасных заболеваний, то есть ведется регулярная проверка транспортных средств, перевозящих поднадзорные грузы. За текущий 2022 год на дежурствах на постах государственными ветеринарными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан совместно со специалистами Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан было выявлено 143 нарушения. Дежурство осуществляется на следующих постах. Это Тула-1, 1039 километр автодороги Москва-Уфа. Там было выявлено 56 нарушений. Пост Малиновка, 777 километр автодороги Москва-Уфа. Было выявлено 21 нарушение. И пост Сорочьи горы, 87 километр автодороги Казань-Оренбург. Было выявлено 66 нарушений. Основным видом нарушений остается перевозка сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов. То есть работа управления в данном направлении продолжается. Если кто-то все-таки соберется завозить, просьба завозить по ветеринарным сопроводительным документам, но я думаю, все-таки лучше прислушаться и приобретать животных на территории Республики Татарстан. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Рустам Хазрат, был Курбан маллары кірттеу планлаштырыла. Сколько жертвенных животных в этом году планируется завозить? Расскажите нам, пожалуйста. Как уж, во-первых, хотел бы искренне выразить свою благодарность именно всем тем службам, что ветеринарная служба, что у нас и Россельхознадзору. Искренне хочу выразить благодарность в том, что мы уже больше 5 лет практически бок о бок работаем. И тут нельзя не упомянуть, естественно, мэрию города Казани, потому что именно если взять Казань, в Казани за последние 3-5 лет проделана огромная работа по нормализации, по приведению в цивилизованный вид того, что называется именно жертвоприношение в Курбан-Байрам. Как вы сами помните, отсюда, если отчитать назад 10 лет, 15 лет или более, да, то у нас каждый год Курбан-Байрам он сопровождался всякого рода такими неприятными комментариями со стороны тех людей, которые это наблюдали. Я сам, хотя и верующий человек, мне самому это не нравилось. Вот это именно посреди города вот такие ситуации с именно тем, что то где-нибудь жертву принесут, там, воспроизведят вот это все хозяйство. Но за собой, так скажем, не уберутся. Да, тогда их количество тех людей, которые в жертву приносили в городе, было в разы меньше, но оно было видно, то есть за собой, так скажем, даже это малое количество не убиралось. Но львиная доля в те времена, она приходилась в сельские населенные пункты, то есть люди на Курбан-Байрам раньше все-таки возвращались в свои родовые гнезда, и там уже в сельских населенных пунктах у себя в родном доме, так скажем, или там в исконном доме, где жили их деды-прадеды, они там эти все наши праздники проводили и таким образом обходились. Но время диктует свое. У многих эти родовые гнезда уже перестали существовать практически, и они уже сами укоренились в Казани и при Казани, то есть в поселках города Казани. И даже в поселках города Казани сейчас это уже такой есть тренд, там все
с каждым годом сельхоздеятельность даже в поселках города Казани вести тяжело. Ну, то есть люди не рады тому, что ты там у себя там содержишь животных или что-то в этом роде. Поэтому мы все, особенно, я еще раз повторюсь, в мэрии города это с пониманием отнеслись. В Казани организованно, вот как упомянул Абдухак Усманович, в 18 пунктах в прошлом году мы провели централизованный курбан, где систематизировано. Да, я не скажу, все было идеально, но опять-таки с того времени, как мы вместе с мэрией, с специализированными учреждениями взялись за этот вопрос, сегодня уже очень много сделано. Да, нельзя тоже не упоминать компанию «Сария», которая она с первых дней практически начала помогать. Представители этой компании старались понимать, потому что у них свои требования к вывозимым так называемым отходам. Да? Эти требования мы соответствовать пытаемся уже с первого дня сотрудничества с ними. Вот только в прошлом году только вроде добились того, чтобы нареканий не было. Но вот ждем собрания, и в собрании нам скажут уж, какие нарекания остались еще. Но мы, самое главное, со своей стороны стараемся, чтобы именно в местах именно систематизированного заклания животных там именно шли к идеалу, то есть старались, чтобы приводили в порядок свою работу. Что касается религиозной составляющей и просто этической составляющей, естественно, жертвенное животное должно быть здоровым и соответствовать возрасту. То есть возрастом он не должен быть ягненком. Человек, но потом и покупатели тоже у нас, да, есть такое, да, то, что вот торговаться некрасиво. Особенно это в советское время оно заложилось, что торговаться нелицеприятно. Почему? Потому что в те годы очень непросто было проводить курбан, это и идеологически пресекалось, и практически было трудновато это все производить. Там и муллу найти тяжело было, чтобы он отчитал, правильно прочитал, прежде чем воспроизведут само жертвоприношение. Поэтому, естественно, там не торговались. А тут хотелось бы, чтобы тоже и народ понимал, жертвенное животное должно быть здоровым, соответствовать возрасту своему. То есть там он не должен быть ягненком. Поэтому и покупатель пусть смотрит. Естественно, когда заранее советоваться, куда обращаться, спрашивать. Да? Вот у нас в Казани есть мечети. Практически каждый, уж я так, может, грубовато выражусь, каждый татарин хотя бы одну мечеть узнает, где эта мечеть, рядом с ним, недалеко от него мечеть есть, пусть туда сходит. Обязательно не с охранником просто переговорить, да, в мечети, или не с уборщицей в мечети переговорить на тему курбана. Нужно с имам-хатыбом познакомиться, с ним обменяться номерами. Он живой, здоровый человек, с ним можно познакомиться, с ним можно поговорить, с ним нужно консультироваться. Если в его мечети курбан не производится, в основном как? Вот, например, мечеть, около мечети есть территория, там все приспособили, мы вместе ездим каждый год практически, это все приспособленные места. Инспектируем, можно сказать, такое даже выражение использовать буду уж, да, инспектируем, замечания свои им озвучиваем все, и мы как духовенство, и специалисты озвучивают свои замечания. Эти замечания прорабатываются с их стороны, и уже если в этой мечети производится курбан, то этот имам-хатыб, он говорит, все хорошо, вот такого-то числа приди, тот человек у тебя все, заказ примет, и все нормально будет, все. А если, допустим, я себя ставлю на место имам-хатыба, у которого в мечети курбан не производится, да я в соседних 2-3 мечети точно знаю, которые близки ко мне, в котором точно курбан производится. Что я могу делать? Я посоветую, скажу. Вот у нас не проводится курбан,
то есть курбан не режется, заказы не принимаются. Вот ты знаешь, что мечеть? Вот такой-то мечеть. Он говорит, знаю. Вот туда пойди, там заказ дай, тебе твой заказ примут. То есть каждый имам-хатыб знает, в каких мечетях поблизости производится курбан. Или в каких местах, ну там у нас, допустим, да, братьев Петряевых, это хотя и не мечеть, но все имамы в центре знают, что на братьев Петряевых там заказы на курбан принимаются. Или же в Мерджани принимаются заказы. Мы знаем. Например, когда мне звонят, спрашивают, я говорю, вы где живете? В центре живу, говорит. Я ему не говорю, там, езжай, там, условно говоря, в поселок Нагорный, не скажу, потому что это ненормально. Ему, живя в центре, идти на тот конец города для того, чтобы заказать курбан. Потому что в день курбана ему будет это проблематично его забрать практически, ну, как человеку. Я ему сразу советую, я говорю, там Мерджани или Петряевых, какой нравится, где тебе душе приятнее, там и закажи, и потом забирай в день курбана, так скажем, уже готовое мясо забирай. Ну, может, практически такого обязательства нет. У нас, к сожалению, сложилось именно в сельской местности, это себе может позволить, когда курбан делают, прямо там постоять, там, так скажем, себя чувствовать как соучастником этого процесса. Допустим, свой курбан, когда режут, у меня нет ни времени, ни возможности наблюдать. Мне просто, когда у меня в основном, я уж поделюсь тоже своим опытом, в основном на третий день, на конец третьего дня мы муллы свою режем. Потому что тогда время освобождается, посвободнее становится, и спокойно уже эти, кто ответственные лица, говорят, Хазрат, мы до вашего тоже добрались. Ну, Аллах, ваши тоже сейчас, ну, курбан делаем. То есть хочу сказать, что это не один день идет. Многие вот ошибочно тоже полагают, они именно на первый день заказывают. Поэтому первый день он перегружается до некуда. Второй, третий день, раньше особенно, вторые, третий дни они были просто пустыми. А сейчас уже второй день начал заполняться. Но третий день, как до сих пор еще, он самый такой. Ну, в первой половине третьего дня, допустим, мы свои режем. Первую половину третьего дня. Спокойно, без всяких этих столкучек. Потому что первый день он просто перегружен. Второй день средний сейчас загружается. Поэтому имейте в виду, вот эти 3 дня, они, вот что в первый день, что второй, что третий день, они легитимны. Курбан легитимный. Да, мы знаем, когда заканчивается срок, мы не позволяем, допустим, чтобы кто-то, его курбан остался на 4-й день, там, условно говоря, там, или после заката солнца 3-го дня, чтобы делалось. Этого не допускаем, слов нет. Поэтому вот эта сторона, ну, и что хочу сказать еще у меня. По Татарстану, по Казани, вот мы упомянули, в 18 точках, по Татарстану ожидается 51 точка. Да, ожидается с нашей стороны, по прогнозам, по общению с населением, ожидается увеличение курбана до 17 тысяч голов, наверное, МРС, ну, мелкого рогатого скота, да. Что касается крупного рогатого скота, то есть такие тоже определенные, как сказать, суждения в народе. Ну, может быть, будет 50-60 голов по республике, ожидается. Может быть, скорее всего. Ну, то есть это опять-таки чисто наш прогноз. Прогноз — это дело неблагодарное, как обычно. Если ты прав оказался, ну и что говорят, а когда если ты не прав оказался, не прав скажут. Естественно, это все уже после Курбан-Байрама мы увидим реально, как получится. Но подъем виден. Это особенно подъем виден. Почему я смело говорю, что подъем виден? Рамазан месяц показал, что подъем есть. У нас народ устал за эти годы, пандемийные годы, и вот этот Рамазан месяц очень активизировался народ. Многие много поняли, и уже ценностные ориентиры поменялись в лучшую сторону. Вот. Спасибо за внимание. Переходим к вопросу. Есть ли у вас вопросы? Татарчада айталам, бір екі сөз керек болса. Нәрсе айтасы келе, әлбәттә быйыл инде безнең Курбан бәйрәме көтелә шушы системалы рәвештә Курбан чалына торган урыннар көтелә. Казанда 18 урында,
ел сайын соңгы 5 ел ішінде біз нәрсе шушы құрбан чалуға хәзерлекне алып барып, моңа кадәр булган күп төрле кемшіліктерден арындык диясем килә. Татарстан буенча 51 урында дип көтелә барлыгы. Татарстан буенча шулай ук Казаннан тыш Яшел Үзәндә, Әлмәттә, Чаллыда, Түбән Камада бу безнең Корбан чалу буенча лидер булган районнар. Бу районнарда көтелә шулай ук Корбан чалуның күп булуы. Әлбәттә безнең инде ветеринарий хезмәткәрләре һәм инде безнең авыл хуҗалыгы буенча надзор күзәтү хезмәткәрләре белән бергәләшеп без Казан буенча гына түгел, Татарстан буенча да тәртипне саклауны тәэмин итү өстендә хезмәт куябыз. Монда бернинди шик-шөбһә юк. Урыннарда имам мөхтәсибләребез хезмәт куя, аларга Аллаһның рәхмәте булсын. Казан шәһәрендә дә имам хатибларыбыз хезмәт куя. Әгәр дә бөтен җумһурият буенча әйтелгән берәберне, бөтен җумһуриятыбыз буенча нәрсәне кеше Корбан чаласы килә икән, тәртипләрен беләсе килә икән, үзәкләштерелгән рәвештә, тәртипкә салынган рәвештә кая чалына икәнлеген беләсе килә икән, рәсми мәчетләрнең имам хатибларына мөрәҗәгать итеп, бу мәгълүматны ала. Әлбәттә, һәр вакыт мөфтияткә шалтыратып, мәгълүматны райондагы мәгълүматны алырга мәшәкатьләрәк, җиңелрәк район булса, мәчетнең имамына мөрәҗәгать итәргә, мәчетнең имамы белми калса, имам мөхтәсиб белән элемтәгә чыгара да, районның имам мөхтәсибе һәр хәлдә үзәкләштерелгән рәвештә, тәртипкә салынган рәвештә Корбан чалыну урыны бар икән районда, ул урынны күрсәтеп бирәчәк. Монда берничә шубһа юк. Аларда имам мөхтәсибләребездә мәгълүматлар бар икәнлеген әйтәсем килә. Казан шәһәре буенча әйткәндә инде менә бая әйткәнемне кабатлап әйтәсем килә, үтәсем килә. Шушы Казандагы мәчет, берәр мәчеттә Корбан чалына торган булса, ул мәчетнең имам хатибы үзенең шушы Корбан чалынуга заказларны җыючы ярдәмчесе белән элемтәгә чыгарачак. Әгәр инде аның мәчетендә Корбан чалынмый торган булса, ул вакытта ул нишли? Ул белә, һәр имам хатиб белә, нәрсәне якын тирәдә кайсы мәчеттә Корбан чалына икәнлеген белә. Шуңа күрә ул мәчеткә сезне юлыктырачак, шушы мәчеткә сезне юллый алачак дип инанып калам мин. Һәм инде нәрсә итәргә кирәк? Корбан чалынуның хайванына килгәндә, ул исән сау булырга тиеш, аяклары, колаклары урында булырга тиеш, койрыгы урында булырга тиеш. Тәкә инде әлбәттә исән сау булырга тиеш, шулай ук камил исәнлектә булырга тиеш. Һәм үзенең яше буенча да җитлеккән булырга тиеш. Инде кичкенә бәрәнне Корбан чалырга ярамаганны аңлап, сатып алмасыннар дип киңәш итәрдем мин. Сатып алучы кеше ул арзанга алам дип, җитлекмәгән бәрәнне сатып алуда мин хикмәт күрмим. Ул чиракта алмауың хәерлерәк. Алай алып, теге кичкенә бәрәнне, яшь бәрәнне чалганчы алай алмауың хәерлерәк. Һәр бер кеше теге хәленә карый, хәленә килми икән, алмыйсың, моның бер гаебе юк. Инде хәленә килә икән, ул вакытта җитлеккән, яше буенча да, характеристикалар буенча да туры килгән шушы сарыкманда яки тәкәме аны сатып алыгыз да, шул вакытта инде рәхәтләнеп Корбаныгызны чалыгыз дип мин киңәш итер идем. Һәм дини мәрасимләрне үти беләләр, имам хатибларыбыз да, аларның ярдәмчеләре дә үти белә. Ләкин берәй-берне әйтәсем килә, алданрак танышып, элемтәләрегезне баглап, телефонлар белән алмашып куйсагыз дөресрәк күрәм. Алдан ук хәзерләнсәгез дөресрәк була. Инде көне сәгате белән килеп җиткәннән соң, шул сәгате белән, шул көне белән мәшәкатьләнеп, бәргәләнеп, сугылып йөрмәстән. 3 көн бара Корбан чалу көннәре. Шуңа күрә бәргәләнә бер көндә теге үзегезгә бер теге кайгы тудырмагыз. Шул 3 көн эчендә Корбаныгыз чалынса, дөрес булып санала. Менә мин үзем шәхсән үзем турында әйтәм, һәр елны диярлек безнең муллаларның шулай инде ул үзебезнең Корбаннарыбыз гадәттә 3нче көнне чалына.
Hazret siznekine de şartı ciddi dip şartı yılmaydırıp koyarlar. Birinci iki gün içinde anda elbette tulu bula hem halk nıkın çalalar. Indi biznekin yarasın kokasa dayar edip biz elegeyteydik. Min aytasım kele 3 gün kurban çalu günleri olar resmi, olar bütünüsü Allah Teala karşında da tege kurban çalırga yaragan günler deyip aytып өтесім келе. Etibar için rahmet. Рахмат. Рамис, Пожалуйста. неге Да. сұраулар болғанша тоже қысқа ғана бір екі сөз айтып кетмекші боламын енді. Бүгін біздің мұнда жиылуымыздың мақсаты аңладыңыз енді өзі біздің республикаға егішлі жерлеріне кіртмеске көргеніңізше мұнда слайдларда көрдіңіз бе енді Ресей бойынша егішлі аурулар бек көп. Біздің бірінші мақсат сол. Міне бұл информацияны республика бойынша таратуда гел бізге болышып келесіз. Тағы да жолай болсын еді. Міне шунысы бар. Ондан соң енді Рүстем Хазірет айтып кетті, қысқа ғана айтмекші болам. Міне бұл Сария заводының аның нендер юғары талаплары жоқ. Олар бет мында аңларға керек. Бұл биологический бұты қалдықларына олар алып кеткеннен соң олар аны утилизировать етмелер, олар аны ішкертелер. Шуңа көре онда олар бітені контейнерлар қоялар. Ол контейнерлар чөп ташлы тұрған контейнерларға шаптыралар. Біздің кішілер, анда ішлеушілер биологический отход, бұл қалдықлардан башқа чөплеріне де шында ташлылар. Анда пластик, теге құлақта бола тұрған биркалар, қопшықлар, шындай әбірлер ташларға ярамды. Шуңа көре шул тәртіпні Рүстем Хазіретлер білен бірге шул юнәлішті біз ішлейбіз. Оның енді біз ішінен шығабыз болай болса, тәртіп бола. Олар аны сірі етіп кіне айтамын, олар аны бұшлы алып кетелер. Аны бет әлі мінемінен Қозаннан ғана да, Қозаннан Алабуға қадыр алып барасы. Оның бет әлі логистика деген ұрысының сөзі бар, бензині, машинасы, бұл әбірлерге қарамастан олар біздің президентімізге Рүстем Нұрғалиевичке беге рахматлы. Шуңа көре бұл ішіне алар ішлейлер. Алар енді үзлері орыс болсалар да, міне біздің Құрбан бәйремі, мындай бәйрем вақытында үзлері яғынан изге іш бүрсеттелер. Шул айттырып. Ондан соң мында Россельхозанзор айтып кетті бет енді. Міне мында бәлки аңлап бітірмәсіздер. Мен айттым бір әйбір, ол теге шондайрақ әйбіріне айтты, аңлашылмай рексет кем қайтарыға ойлай рексетіні біз береміз. Олай әйткен әйбір федерал законға өзгертме кірттілер. Онда 37-ші статья енді ол малыны алып қайтқан вақытта согласование маршруту деген әйбір бар. Ол ішлене Россельхозанзор аша. Ол бұл ұшырақта әгер башқа регионнан кіртірге ойласалар, біздің мында республикадағы Россельхозанзор ол согласование маршрутыны бермей, аны бере теге регион қоян теге кіртірге ойлайлар. Теге қабатлы бәйтәменді бұл біздің бітін ішленген ішлеріміз. Мына біріншісі болса шол егішлі ортуларына кіртме, екіншісі енді республикада тағында бұл площадкаларда тәртіп болсан үшін ішлейбіз. Ол елда біздің әйткенімізше келіп шыға, шуңа көре быйыл да шондай ұйышқан рәвіште узыр деп шанып болабыз. Әгер сұраулар болса, Рамис. Рахмат. Вопрос Рустаму Хазрату, газета «Республика Татарстан», Фарида Якушева. А нельзя ли на сайте Духовного управления мусульман опубликовать список мечетей, где принимают заказы? Можно ли сделать заказ онлайн и оплатить, если состояние здоровья не позволит? Естественно, мы ваше предложение изучим и рассмотрим. Если это будет реализуемо, это чисто с технической точки зрения, если это будет реализуемо, естественно, мы постараемся это реализовать. Но тут есть момент по поводу списка, да, вот не дадут соврать, как говорится, да, вот этот
список мест, он меняется в течение даже подготовительного периода. Бывает, мы, например, нам заявку подают, условно говоря, всего 17. Ну, так может случиться, там 3 или 5 мест могут, ну, я показания, просто пример показаний привожу. 18 подают заявки, что они хотели бы пройти проверку. И пока мы идем с проверкой, там 3 или 5 мест могут, ну, не знаю, могут взять и отказаться от проведения систематизированного Курбан-Байрама, ну, у себя в площадке. Просто могут реально отказаться и сказать, мы в этом году не будем. У нас так в прошлом году 2 или 3 точки так отказались. Вот. Поэтому так может случиться. Поэтому в сайт ставить, если нам техники, которые именно обслуживают сайт, скажут, что это реализуемо, что нет проблем, что там отдельная ссылка, все нормально будет, то, естественно, и можно будет оперативно менять данные, то есть убирать с списка, добавлять в список, правильно? Естественно, мы ваше предложение постараемся реализовать. Дай Бог, дай Аллах. Мгм. Yok, mында мен әйтеп китмәкче булам инде, бу бик урынлы сорау, Рөстәм хәзрәт. Сайтка кую керек. Бер елның бит инде 15 иде площадка, аннары 17 булды, үткән ел 18 булды. Анда әгәр үзгәртмәләр булса да бигәз булыр ул. Техник яктан нигә сайтка кую буенча анда проблема юк. Ул беренче көн шунда әйләнеп торачак. Бу әйберне эшләү керек була инде. Сездә Думда Әйтәм бит, җыелып сөйләшкән вакытта да бу турыда сөйләшербез. Я рахмат ансы. Әлбәттә, мин теге алар мин каршы килгәнгә күрә түгел, фақат шушы алар белән киңәшләшү өчен хәзер үк 100% булдырабыз дип мактанасы килми. Безнең площадкалар буенча республикада менә әйттек бит инде, без бит монда сезнең вакытыгызны алмастан теге слайдлар ясап күрсәтмибез генә. Ул площадкалар, аларның неләре, адреслары анда күпме суелган, ул бөтен неләр цифрларда безнең бар. Анда бит инде без анда ветеринария хезмәткәрләр үзебезнең кешеләрне куябыз. Анда иртәдән үк алар анда эшлиләр, эч көн буена шунда баралар. Шуңа күрә сездә анда теге фикер калмасын, бу теге балалар үзләре дә бөтенләй белеп бетермиләр икән дип. Анда кая күп суелды, күпме калдыклар булды, бөтен ул цифрлар бар. Шуңа күрә монда оештыру буенча, аннан соң бит инде әле Рөстәм хәзрәт бу итне алу буенча ул теге ветеринариягә кагылмый инде. Без бит күрәбез әле теге рекламада бара республика буенча. Аны суючылар бар, кайлардан алырга була, телефоннарын шунда күрсәтәләр. По заказу онлайн оплатить Это, я же говорю, то есть так как муфтият не является именно тем, кто это все исполняет, все это индивидуально. Кто-то заказы берет онлайн, как вы выражаетесь, да. Я в этом вопросе немножко консервативной мысли, поэтому уж курбан, это нужно там железобетонно прийти, узнать, и увидеть, где это все будет производиться. Слов нет, я сам тоже уж только после того, как скажут, что можно забрать, прихожу, забираю, уже готовый. Там, я прямо около этого барашка не сижу и не смотрю, как это все у вас делают, так как я это знаю, как это все делается. Поэтому все компании по-разному, это все, кто занимается по-разному. У кого-то есть возможность онлайн-прием, у кого-то нет. Мы же всех унифицировать не можем вот, в этом вопросе, потому что это и невозможно, и не нужно. Корбан итен алу буенча мәчетләр алар заказ, җыялар бит инде түләү мәсьәләсе бер булса, әле бит мәчетләр күпме теге сарыкларның да мәчеткә шул площадкаларга күпме кайтарырга шуны белергә тиеш булалар. Шуңа күрә күп еллар буена менә шул список җыю кемгә күпме анда әйбер эшләнә. Мин моны нигә беләм? Элегрәк инде күптәнрәк булган иде шундый хәл, мәчеткә ул сарыкларны кайтарган иде, анда проблемалар килеп чыкты, ул сарыкларны без кире җибәрдек. Анда хәзрәт әйткән иде, минем бит инде списогым әзер дип. Кешеләрне алдаларга ярамый, анда әйбер булмады да, башка җирдән сарыкларны кайтарган иделәр. Шуңа күрә безнең республикада Аллага шөкер бу эш оешкан рәвештә алып барыла.
Рахмат. Тағы Есть сұраулар вопрос? бар ма екен? Есть вопрос. Менен сұрағаны Мұсышылы Рустам Хазіретке. Дұрыстенді сатылашырға ярамаймы? Әлі бұл халық арасындағы бір... Ул әйтәм бит, ул теге советлар чорында ни инде ул бик көчле иде ул фикерләр системасы. Ләкин ни теге хәзерге көндә сатулашу түгел. Хәзерге көндә мин киңәш итәрдем нәрсәгә упор ясарга нинең суйла торган хайванның критериясын белсә сатып алучы. Алып кайтучылар да теге шундай инде тулысынча туры килмәгән бәрәннәрне алып кайтмаячаклар. Анда дөрестән дә бит инде психикадары ни белән сарык алып кайтып алай матур түгел. Әлбәттә, алар алданалар менә шушы халыкның ажиотажына, халыкның ярар инде яраса булса шунысы да ярый дип алуына өметләнәләр һәм кызганычка каршы өметләре акланганга күрә, моңа кадәр елларда акланганга күрә өметләре инде хәзер бик баштатырга аларга авыр сатучыларга. Без алучы кешеләр буларак инде сатып алучы кешеләр буларак аңларга тиешбез. Нәрсә исән-сау зур сәламәтлеге дә туры килгән, зурлыгы да туры килгән, яше буенча да туры килгән, көпкер койрыгы урында булган, колаклары киселмәгән булган, шундый төгәл бәрән икән, ул вакытта алабыз. Төгәл түгел икән алмыйбыз. Шундый критерийны әйтеп үтәсем килә мин. Біздің республикада бит енді махсус шуның белән шөгыльләнүче кешеләр бар. Ул бит инде мин әйтеп киттем. Ул элегрәк булган хәлләр, теге башка регионнан теге бәрән кадәр сарыкны кайтаралар да, шуннан теге сумма сорап торалар. Ул элегрәк булган хәлләр. Безнең республика буенча сез дөрес аңлагыз. Менә Әтнә, якын Казанга якын районнар, Саба, Арча районнарында, Питрәч, анда махсус шуның белән шөгыльләнәләр. Аларның сарыклары да бик матур, исән. Аның белән шөгыльләнүчеләр дә теге алар инде шул ден юлында йөрүчеләр, алар алдалап сатмый. Шуңа күрә ниндидер шик калмасын, республикада әле эзләп тә йөрисе була, яхшысын, теге бәясе дә, сыйфаты да яхшы булган сарыкны эзлисе була икән дигән уй аларга тиеш түгел. Монда дин буенча сатулашырга ярамый дигән таләп бармы? Шәригать буенча шул хакта сүз бара. Мин андый теге тыю диндә күргән юк. Ләкин менә безнең совет чорында мин аның нигә чыкканлыгын аңлыйм табигатен. Ул вакытта бу сфера бик тә зәгыйф иде. Һәр анда да хәтта инде теге кеше сатулашып та ятып калган булса, совет чорында теләгән кеше дә корбан чала алмый торган дәрәҗәгә җитәчәк иде. Мин аны аңлыйм. Ул чорныкын. Хәзерге көндә ул андый инде югалды. Тәкъдим итүчеләрнең саны артты. Шуңа күрә бу проблема миңа калса инде хәзер күтәрелмәс дип уйлыйбыз. Сатулашырга була димәк. Корбан сарыгы. Әлбәттә. Сораулар. Әйе. Дилбәр. Минем дә сорауым Рөстәм хәзрәткә. Соңгы елларда бит инде Диния нәзарәтенең Зәкият фонды бик актив эшли. Теләге булган кеше анда акчаны җибәрә Корбан каһарманың өчен, аның исеменнән чалып, мохтаҗларга тараталар. Бик уңайлы, акчаны телефоныңа җибәрәсең, бетте китте. Ләкин шулай да кайсы саваплырак? Үзең барып, сайлап, чалдырып, үзең таратумы, әллә Зәкият ашамы? Моның икесенең дә савапларын нидән тора? Ниятеңнән һәм ихласлыгыңнан тора. Савабына килгәндә, һәрбер корбан чалучы кешенең ниятеннән тора, теге чын күңелдән булганлыгыннан. Техник яктан үтәлеше икесе дә ярый. Тигесе дә ярый, бусы да ярый. Әлбәттә, берсендә без бер тегесендә, бусында тәнкыйть сүз астына салырга урын юк. Шул. Икесе дә ярый. Рахмәт. Сораулар бармы? Вопросов нет? Бергә әйтеп китәм инде менә бу мәсьәләдә. Мин эш буенча Иран Республикасында булган идем. Анда менә бездә кебек теге и янында суялар бөтенләй дә юк дип әйтегәндә, анда нидә мәс комбинатта суяла. Аның Иран бит инде ул Исламский республика. Ул менә шулай дөрес дигән сүз. Мәс комбинаттан да суяла.
шулай ук суйдыралар, шулай ук алалар, шулай ук иләшәләр. Сорауларыгыз юкмы? Төгәллибез матбугат конференция, если теләкләр, яки фикерләр Bizde булмаса. bitinde şul yol boyunca barabız beytisim kile. Bizde de o mene infrastrukturu kaçan barlıkka kile. Infrastrukturu abarıl bulganda barlıkka kile. Bütün kazanga bir sarı suyganda o infrastruktur barlıkka kilmeydi indi. Mini ul çırını iste. Onda bizim bütün mahalleni jiganda, bütün posyolukni jib alganda, indi bisteni jib alganda, bütün bistege 15 sarık çağlar indi. Barlığı 15 kişi çağlar. 15 gailesi çağlar indi. 15 maksimum idi ol bizden. En köp boldu. Ondan soň indi özekleştirilgen rewişke köşkenden soň alar birsi de ul günden berli özlerinin saraylary kırında çalmadılar indi. Alar bileler ana şunda bar da şuluk akçaňa bir de maşakkatyň ezerek bula, menfaatyň köprek bula. Meşke de fayda getiresin, hizmetkarlarına da fayda getiresin. Yani tege faydalı yaklar köprek bula, ziyanı yok dip ettiler, kurerler idi. Rahmat. Төгәллибез. Рәхмәт. Rahmat sizге.